Армысыздар, құрметті көрермендер. Арнада антикорлайф жобасы сіздермен Нұрбек Набиев, серіктестік департаментінің бас сарапшысы. Бүгін біз Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері туралы сұхбаттасамыз. Бұл мақсатта Алматы қаласынан Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Шибутов Марат Максумович қатысып отыр. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Антикорлайф». С вами Нурбек Набиев, главный эксперт Департамента партнерства антикоррупционной службы. Сегодня беседуем на тему вопросов противодействия коррупции в Казахстане с членом Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, членом попечительского совета Общественного фонда Transparency Казахстан Маратом Максутовичем Шибутовым. Здравствуйте, Марат Максумович. Спасибо, что уделили время посредством онлайн-пути. Но согласились побеседовать с нами на актуальный вопрос противодействия коррупции. Здравствуйте вам, здравствуйте всем зрителям. Это очень важная тема. Она, я бы так сказал, что она постоянно в нашей стране, да и во многих странах, постоянно на, так скажем, передовой. Она всех интересует. И я думаю, что сейчас, благодаря экономической ситуации, ситуация с коронавирусом, она интересует еще больше. Да, в действительности. Ну вот самая такая последняя новость, скажем так, международного характера касательно оценки противодействия коррупции в нашей стране. Это новость касается того, что Всемирный банк второй год подряд отмечает значительное улучшение контроля коррупции в Казахстане. 25 сентября, буквально недавно, Всемирный банк опубликовал ежегодное исследование «Индикаторы государственного управления», в рамках которого оценивается его качество и эффективность в 214 странах мира. Марат Максимович, хотелось бы услышать ваше экспертное мнение касательно данной новости и в целом касательно уровня контроля коррупции в Казахстане. Ну, я бы отметил следующее. Дело в том, что я уже, правда, сейчас не в Transparency Казахстан, но мы, в свою очередь, то есть 2 года назад Казахстан вышел из группы стран с очень высокой коррупцией, поднялся в следующую группу, то есть повысил там по баллам 30 баллов, сейчас уже 34. То есть, соответственно, существенно улучшил, то есть там со 128 места на 113, это достаточно хорошо. Поэтому меня не удивляет, что Всемирный банк пришел к тому же выводу. Тем более, благодаря тому, что в этом году случилось очень много вещей, которые на самом деле отмечают большой рост по борьбе с коррупцией. То есть, в первую очередь, это вернулась антикоррупционная экспертиза, над которой мы бились с 2014 года. То есть, то, что ее отменили, это была большая ошибка. Это принятый недавно закон, да, то есть, который, правда, был заявлен давно, поэтому Всемирный банк его и принял в учет, о том, что у нас расширяется круг ответственных за коррупцию, в первую очередь на квазигосударственный сектор, а ведь там закупок больше, чем в государственном секторе, понимаете, да, и то есть это было постоянным, так скажем, я помню лично, как Алекс Шевкенбаев спорился там с управляющим директором самого КЗН насчет того, сколько у них там из единого источника там закупали, там, они говорят 70%, а говорят, у вас больше 90%. И такие вещи, это же огромные же деньги, огромные бюджеты шли мимо антикоррупционной экспертизы, мимо контроля и так далее. Ну и плюс, что за интересная норма, да, была, когда ответственным был за коррупцию только первый руководитель, да? Ну, извините, там куча филиалов, куча подразделений, там куча людей, которые имеют отношение и могут быть потенциально коррупционерами, да? А ответственность только у одного. Остальные, получается, могли воровать вообще без проблем. Только максимум, что там это уволить, и все. И какой-то экономический. Вот то, что сейчас это сделано, это уже очень большой вклад в борьбу с коррупцией. То есть, я думаю, что еще такие вещи, какие отметились хорошо, это антикоррупционное сопровождение инвестиционных проектов, да, то есть многие бизнесмены хвалили, что это очень помогает. И, конечно, антикоррупционное сопровождение гуманитарной помощи. Это не очень свойственные, допустим, дела.
Но, тем не менее, очень были важны, особенно вот гуманитарная помощь, потому что это для людей именно в период эпидемии, это прям жизненно важно было. Все ли лекарства, помощь, все ли дойдет до больницы. Да, Поэтому, я думаю, это вполне закономерный итог. Я думаю, и на следующий год также будет повыситься, в принципе. мгм. Да, в действительности. Ну, как вот Transparency International оценивает те действия, те меры, которые принимаются в Казахстане? Какую оценку даете вы? Ну, трансparency антенна, я уже отдельно, в принципе, я скажу так, на мой взгляд, нас сейчас ждет, вот если мы сейчас вложимся в правовой всеобуч, да, то есть нас ждет большое, скажем, большой рост общественной борьбы с коррупцией, понимаете? Во-первых, благодаря пособию у нас большинство людей получило наконец-то ИЦП, и научилась немножко пользоваться, да, и там, узнал по электронное правительство и так далее. И еще чуть-чуть их подтолкнуть, и они смогут уже, в принципе, не только пользоваться сервисами, ну, допустим, писать обращения, жаловаться и так далее. То есть это все равно большой, большой такой итог. Плюс я скажу так, вот 19-20 год, если анализировать жалобы в государственные органы, ознаменовался тем, что на первое место вышли такой показатель, такая тема, как обжалование действий или бездействия должностных лиц. То есть он стал занимать там 38, 42%, ну, около 40%, то есть большинство всего этих. То есть я бы так сказал, что люди уже перестали просто так относиться к действиям должностных, что ну вот сделали и сделали. Нет, они стали гораздо более активно обжаловать это дело, и особенно бездействие. И это, соответственно, говорит о увеличении гражданской активности. Я думаю, что если его направить вот, в нужное русло, а в принципе нужное русло уже есть в виде, допустим, тех же специальных мониторинговых групп, да, и привлеченных к ним волонтеров, то это будет очень... То есть мы, допустим, сами вот в общественном совете сейчас будем проводить несколько общественных мониторингов антикоррупционных. Я думаю, что это даст хороший эффект. Ну и, конечно, отправим вам результаты. Да, посмотрим там, что получится, но если что найдем интересно, сразу вам дадим. Да, в действительности, агентство всегда было за то, чтобы гражданское общество, в целом наши граждане активно принимали участие в процессе контроля за государственными процессами, потому что непосредственно это деньги населения, деньги наших граждан, которые государство в лице наших чиновников, госаппарата должны правильно и грамотно направлять именно туда, куда это необходимо. Ну, много всяких проектов разрабатывалось сейчас, вот буквально Public Budget у нас запускается, вы слышали наверняка, закон о гражданском контроле, в котором агентство принимает активное участие, в разработке которого, вот, в частности, вот Айгуль Сагадибековна Соловьева тоже активно вот, мы готовим информацию для опубликования тоже. И, конечно, гласность и цифровизация. Это вот, наверное, такие вот столпы именно противодействия коррупции. И вот эти вот меры, как они воспринимаются в целом международным сообществом, и далеко ли ушли в этом плане наши вот авангардные государства, которые мы часто приводим в пример, такие как Дания, там, Норвегия, США. То есть какие у нас шансы догнать в этих новшествах именно такие страны? Ну, смотрите, в первую очередь я бы отметил, ну, вот то, что идет сейчас разработка закона об общественном контроле. Я, кстати, тоже вместе с Соловьевой являюсь членом рабочей группы по разработке. Это очень большое дело, то, что как раз вот Министерство информации и общественного развития с одной стороны, а с другой стороны антикоррупционное агентство вместе разрабатывают такие вещи. То есть сразу ясно, на что направлен прежде всего общественный контроль, то есть на борьбу с коррупцией и на открытость информации. То есть я бы так сказал, что у нас есть вот две вещи, которые должны заработать нормально. То есть в первую очередь это вот общественный контроль, да, который мы разработаем. Ну, я думаю, ну, первоначальный вариант будет, ну, где-то, наверное,
к январю месяцу где-то этого следующего года. Второе, это будет, это, конечно, административный процедурно-процессуальный кодекс, который вступает в работу с 1 июля следующего года. То есть и который меняет полностью отношения между государством и гражданином Казахстана. Если он заработает нормально, а я хочу, кстати, вот продвинуть такую идею, чтобы результаты общественного контроля входили в число материалов, которые будут для обоснования внутренних административных процедур госорганов включаться. Тогда мы будем иметь прямо вот хорошую отдачу административных процедур. То есть и когда у нас люди будут подавать в суд на государство, да, за неправильное постановление, допустим, и в этом суде человек будет более-менее уравнен с государством, то есть он будет обвинять, а государство будет само искать доказательства. Вот тогда, я думаю, это будет еще нам очень большой и существенный плюс в борьбе с коррупцией. Потому что мы тогда на любое приказ министра, закон, постановление правительства можем подавать в суд, и, допустим, это будет открытый, публичный спор и обоснование государством своих позиций и, соответственно, гражданским обществом своих позиций. То есть я очень многого жду от этого. И я думаю, что если он заработает, то есть мы, соответственно, тоже получим очень большой толчок во всех рейтингах. А вот Минимум. сейчас не можем делать, допустим, какому-то гражданскому активисту, ну, или в целом гражданину, допустим, не понравилось решение того или иного органа, допустим, даже в том же каком-нибудь там районе, даже жителю какого-нибудь села или Ну, я так скажу, я сам сейчас вот занимаюсь большой работой по выяснению, прошу, чтобы Генеральная прокуратура дала правовую оценку деятельности санитарных врачей, да, потому что их постановления все-таки не являются правовыми актами, в принципе, а являются частными определениями, которые касаются вот ограниченного числа лиц, понимаете? А у них распространяется на неограниченное. Благодаря этому берутся, допустим, штрафы. Да, допустим. Я вот с этим боюсь, что пока это пока не очень получается. И, допустим, Жангильдин Сулейменов, известный адвокат и юрист, он подавал в суд на это, но у него суд не принял. Вот если бы у нас была сейчас административная юстиция, просто на них бы подал в суд, и пусть они обосновали, на каком основании они действуют, в смысле, на всей территории республики. Понимаете? Или, допустим, почему берутся штрафы, хотя приказ министра, допустим, который позволяет им брать штрафы, он был с 5 июля. Между 11 мая и 5 июля достаточно большой период времени прошел, понимаете? И мы тогда могли бы вот это все обосновать, а сейчас это очень трудно сделать. Я, мягко говоря, даже на простом вещи, что не хотят отвечать, или, допустим, в смысле, не хотят брать судебные дела. Я говорю, это сразу очень большая, политически на самом деле, это гораздо больше шаг, чем, допустим, я считаю, чем, допустим, либерализация партийного законодательства избирательного. Потому что, время партии уходит, и получается, тут каждый человек становится политическим субъектом, который может влиять на все государственные процессы. Это будет очень важно и очень хорошо. Особенно если еще общественный контроль вместе мы нормально сделаем, и когда это вместе все будет работать, я думаю, это существенно поможет. И вот закон о общественном контроле, который сейчас разрабатывается, людям даст эту возможность, да? Да, я думаю, даст. То есть я хочу, моя позиция такая, что мы должны начинать, некоторые говорят, ой, надо там сам контроль как-то расписать, там, его формы и так далее. Я говорю, нет, это не надо. Надо в первую очередь, почему контроля у нас мало, почему мониторинга мало общественного? Потому что люди делают что-то, да, получают результат, идут в госорганы, а потом им отказывают принимать эти результаты, или вообще по ним ничего не делается и так далее. То есть, а надо наоборот.
чтобы вот эти результаты автоматически и всегда государственными органами брались за основу, государственные органы с ними работали, и тогда люди уже будут видеть, что их усилия увенчиваются успехом. А это уже совсем другое дело, и тогда уже не столь важно, какие формы контроля, можно даже не сильно об этом не говорить. Главное, чтобы это было востребовано. И когда это востребовано, и это работает, КПД, когда будет высокий, вот тогда у нас общественный контроль, в него вовлекутся все. Просто сейчас пока у нас у людей немножко такой синдром выученной беспомощности, что они говорят, вот, все равно ничего не получится, ничего не это, а когда они скажут, вот получается, и тут получается, и тут получается, вот тогда будет все нормально, вот тогда закон будет работать. То есть надо идти от, как бы, так скажем, выстраивать весь алгоритм от конечной цели, не от, допустим, начальной. Действительно, возможно, это даже связано, как многие отмечают эксперты, это даже с низким уровнем знания законодательства же в нашей стране. Ну, такого своего рода ликбезы, конечно, проводятся на сегодняшний день, чтобы пробел этот восполнить. И, допустим, в агентстве запущен проект «Адалкумек», наверняка вы слышали про него. Да. Там известный адвокат Айман Умарова, она прям в онлайне, несмотря на карантин, все консультирует жителей регионов отдельных, и много очень вопросов поступает, бывает повторяется, но работа ведется, потому что мы непосредственно видели эту работу, допустим, агентство всегда вот, обрабатывая, анализируя все поступающие обращения, замечает то, что вот самые простые нормы может человек не знать, допустим, буквально куда обратиться по тому или иному вопросу, начиная с этого. Ну и, конечно, вот эта максимальная открытость тоже дает свои результаты. То, что агентство на сегодняшний день доверяют граждане, обращаются. Даже вот до пандемии, помнится, наш председатель, наше руководство приняло решение, что председатель принимает каждую неделю граждан, то есть личный прием устраивает по сравнению с другими госорганами. А вот заместители его, заместители председателя, руководители территориальных подразделений, они принимали каждый день граждан. То есть человек, если есть проблема, мог непосредственно записаться, зайти на прием и уже всю свою проблему из уст в уста рассказать, чтобы все это не писать там и так далее. Но, к сожалению, не все госорганы на сегодняшний день открыты. Конечно, мы проводим работу для того, чтобы кабинеты переносить на первые этажи, сервисные акиматы открывать. Сейчас в большинстве акиматов уже открылись такие сервисные акиматы, чтобы по принципу ЦОНов граждане получали свои услуги. Но здесь необходима вот эта политическая, наверное, гражданская, как сказать, потребность, чтобы прямо с госорганов требовали этой открытости, по примеру агентства. Потому что я смело, я думаю, можно заявлять, что агентство на сегодняшний день является самым открытым госорганом для граждан. Я думаю, да, я соглашусь, тем более, что я вот сейчас сижу как раз в антикор-центре города Алматы, департамента. В смысле, можно зайти, посидеть, в смысле, пойти на прием и так далее, без всяких сдачи телефона там, и там, показывания удостоверения. Ну и плюс, я говорю, то есть то, что вы сказали, допустим, это получается, председатель понимает в 4 раза чаще, чем, допустим, обычные чиновники его уровня людей. Ну, я так скажу, на самом деле, вот сейчас немножко то, что вы сказали, оно все-таки не в ваших, так скажем, этих полномочиях, а больше полномочий агентства по делам госслужбы и в принципе, МИОРа, Министерства информации и общественного развития. Но они вот, я могу так сказать, по агентству по делам госслужбы, они вот слишком в этом году, слишком по-доброму относятся к чиновникам, да, то есть слишком много им прощают, типа пандемия, дистанционно это и так далее. Но надо же сроки, допустим, даже вот простые сроки обращений, допустим, выдерживать, чтобы на телефон отвечали, чтобы на почту отвечали, ну хотя бы вот, потому что ну вот нам очень много жалоб приходит, и мы сами постоянно с этим сталкиваемся, что не то, что там открытость, да, там, вы просто до них дозвониться попробуйте, да, это уже становится проблемой. Или чтобы они ровно через 15 дней ответили, как они должны по закону. То есть вот такая вот большая проблема. То есть это работа, которая должна идти постоянно. Я думаю, что и как бы общий стандарт должен быть принят. Но это надо, чтобы они все просто, это вот как в агентстве у вас, да, все осознали, это
в общем, так скажем, работали для всех. А так это, пока только пока силовыми моментами оно может быть как-то внедряться, что каждый раз говоришь, там, не дальше и так далее. Ага. А вот, Марат Максимович, как вы вот оцените, недавно президент подписал новый закон, которым внесли изменения в ряд кодексов и законов по противодействию коррупции, в том числе запрет на подарки привели в соответствие, потом здесь как провокации, там, квазигоссектор, то есть субъекты, понятие субъектов коррупции. Пазик я уже говорил, да. Вот. Запрет на подарки нужен. Запрет на подарки нужен. И членам их семей тоже нужен, потому что, мы же видим, что вот эта культура, да, когда там обязательно надо собрать там корзину там цветов или там фруктовую корзину, тащить это на праздник там и так далее. И обычно это там собирают какие-то местные чиновники, а откуда они деньги на это деньги берут, тоже как бы большой вопрос. То есть эта культура, она должна отойти на другой план. То есть это же не свадьба, это государственная деятельность. То есть то, что там приехал к вам, допустим, чиновник из центра, это же не ваш дядя приехал там, на Кудалык, да, а, допустим, это служебные вещи, то есть, и, соответственно, к ним должно быть совсем другое отношение, деловое, то есть это не иностранный дипломат, понимаете, то есть тоже так надо воспринимать. Я думаю, что это очень правильно и очень нужно, что вот, надо, по крайней мере, искоренять вот эту культуру. Особенно, допустим, я думаю, что это будет нести другое еще продолжение. Я отдельно хотел бы сказать вот то, что по правовой культуре, да, то, что отлично, то, что это делает агентство, но я вот всегда предлагал уже несколько лет то, что в смысле вот этот курс школьный «Человек, право, общество» надо сделать гораздо более прикладным. Там слишком общие и не привязаны к Казахстану примеры, если вот я читал учебник, они не дают понимания современного казахстанского законодательства. Ну и плюс, конечно, надо понимать, что наше законодательство очень сильно и очень быстро меняется. То есть, по 10 тысяч правовых актов в год принимается, да, вот по отделению. Это, при том, что всего их 68 тысяч. Это очень много. И многие не успевают за ними смотреть, что вносят изменения, и так далее. То есть я думаю, что мы через некоторое время придем к тому, что у нас будут для отдельных норм, для отдельных правовых актов, допустим, какие-то нормы стабильности. То есть, допустим, если вот кодекс сделали, да, кодекс, там 2 года не менять, закон 1 год не менять, постановление, допустим, полгода. Понимаете? Потому что невозможно так, чтобы кодекс менялся каждые 26 дней. Вот я в среднем считал, допустим, уголовный процессуальный. Они каждые 26 дней, каждый месяц меняются. Понимаете? Это тоже нельзя так делать, понимаете, чтобы у кодекса было там 50 версий. То есть, и, соответственно, надо будет, это будет другое, кстати, еще и, я думаю, вместе с антикоррупционной экспертизой, которая сейчас проводится, будет проводиться, это будет вместе повысится уровень качества законодательства. То есть сразу будут делать нормально, они так, быстрее у нас план есть, мы вот к этому плану все сделали, а если что, потом допилим, потом изменения внесем. Нет, потому что любые вот эти неправильные вещи, которые там остаются, они приносят убытки и бизнесу, и создают проблемы людям и так далее, и так далее. И они что, должны это терпеть там, через 8 месяцев там изменится и так далее, и так далее. Нет, это так не делается. Так что, я думаю, плюс еще вот я на встрече вот как раз в этом же центре, когда Александр Канбаевич Шпикбаев приезжал, да, он говорил, допустим, то, что вот моя идея, которую я вот несколько лет назад высказал, по созданию публичного реестра коррупционеров, она тоже уже в деле, она уже идет хорошо. Она, правда, первоначально ее тогда отвергли, но вот сейчас, да, вот в этом году она как раз, говорят, хорошо пройдет. И я думаю, когда вот это появится, да, это тоже изменит же большую культуру, да, когда вот у нас реестр педофилов, вот реестр коррупционеров, понимаете, все видят, кто коррупционер, понимаете, все видят, все знают.
Все могут еще кликнуть, наверное, надо туда еще написать, сколько он ущерба нанес государству, какую взятку взял, там, и то, насколько осужден, насколько у него там запрет на руководящие посты, там, на госслужбу там ставят. Вот тогда будем, когда мы эта открытость и публичность, она когда заработает, я думаю, мне все-таки кажется, хорошо бы было, чтобы в следующем году реестр появился, было бы очень отлично. Чтобы все, тогда это станет совсем позорным явлением, и мы будем говорить, а вот у нас в том подъезде живет коррупционер. Это отвратительный человек, не здоровайтесь с ним. Да, вот, кстати, Марат Максимович, этот вопрос поднимался. То есть общественное порицание коррупционеров– это это самое главное. важный элемент именно изменения немножко менталитета, наверное, даже нашего народа. Потому что вот неоднократно на площадке вот Антикор-Лайф эксперты, которые и до вас выступали, говорили, что у нас как бы на сегодняшний день коррупционер, каким бы он ни был, он все равно является как бы таким вот, пока его, конечно, не возьмут, не поймают и не посадят, он является таким вот зажиточным, уважаемым гостем на любых тоях, скажем так. Их ждут, и за них там задерживают. А нужно вот здесь менять вот эту на 180 градусов отношения наших соотечественников к таким людям. Не обязательно дождаться, пока их поймают и посадят. А вот именно, ну, все, большинство же знают, допустим, кто чем живет, допустим, в том же районе. Или... Здесь даже немножко вот правовая, вот немножко даже сознательность. То есть у нас вот есть менталитет еще, как бы, вот типа, как бы сообщил, ты вот стукач. Нет, это нужно разоблачать, потому что он же ворует не у кого-то там, он ворует у государства, которое государство оперирует твоими же деньгами, допустим. Вот касательно вот этого вот отношения к коррупционерам, что говорит передовое, ну, новаторское мнение международное, и какие шансы у нас их исправить именно в положительную сторону? Ну, я так скажу, возьмем тот же самый Сингапур, да? Да. Китайцы же постоянно были, у них была репутация взяточников, которые постоянно берут взятки, и без этого вообще система не работает. Если вот взять, допустим, императорский Китай, допустим, да, весь 19 век, да и вот, допустим, период Доминикана, да, ну, 150 лет минимум было видно, что все делается на взятках, иначе система не работала. Но когда были в том же Сингапуре 75% населения китайцы, изменили же менталитет? Изменили. Почему? Потому что всем стало понятно, что лучше жить без этого. И это конкретно, просто нам надо понять, людям понять, что эти деньги, вот, они не просто вот так где-то, это вот именно конкретные вот наши деньги. Да? Я думаю, вот сейчас вот бюджет 4-го уровня, да, все-таки дадут через некоторое время людям понимание, что вот конкретно государственные деньги, вот деньги вот моего двора, да, моей воды, допустим, моего там электричества, освещения, допустим, ремонта дома и так далее. Я думаю, что тут еще, конечно, нужно больше работать с пониманием бюджета у людей. Бюджетные эти вещи, они в основном работают, когда там кто-то там мебель из эбенового дерева покупает, или там роскошные машины. Это да, тогда люди понимают. Но они пока еще не понимают, что вот эти все нормы, они реально на них действуют, на каждого из них. Понимаете? Но я думаю, что если нормально взяться, это можно несколько лет, и это, в принципе, дойдет до всех. Ну, даже Грузия, допустим, да, тоже же, в принципе, все на взятках было и так далее. Но тоже нормально, в принципе, уже люди все поняли. Когда им покажут альтернативу, когда им расскажут полностью, чтобы он понимал, как это все делается, да, я думаю, что это тогда будет у всех понятно. Благо того, что вот сейчас начинается как раз у вас в агентстве, да, то есть у нас, по крайней мере, в городе Алматы, это проект по открытым бюджетам. Я думаю, что мы как раз немножко, хотя бы алматинскую общественность, так подымем, чтобы они понимали, чем грозит, допустим, дефицит бюджета, что такое социальное отчисление, там, и так далее, как распределяется бюджет, и что надо делать, чтобы бюджет оборачивался в свою пользу. Я думаю, что это надо делать, в смысле, и все-таки я думаю, что это больше надо все-таки агентству надо задуматься о том, что надо посмотреть вузовскую программу,
там вот по антикоррупции же есть там предмет, там, чтобы сделать его как бы более лучше, более понятный и, в принципе, и вот основа там права, да, сделать отдельную основу казахстанского права, допустим, это было бы гораздо лучше, потому что нужно, сейчас у людей все-таки есть потребность на просвещение, потому что люди все больше судятся, люди все больше понимают, у них меньше денег, и поэтому они понимают, что такое штрафы, что такое налоги. И я думаю, что они будут более граждански активными и ответственными. То есть, и, соответственно, они будут уже понимать, что вот тот джип, да, это мой садик. То есть, то есть тот коррупционер, который ездит на джипе, он украл, допустим, детскую площадку, допустим, из моего двора, допустим, или из садика и так далее. Вот, то есть он создал мне лично проблему. Действительно, вот можно сегодня, наверное, отмечать, что общественное мнение усиливается, и, скажем так, удавкой оно сужается вокруг шеи коррупционера, да, вот, будем надеяться на это. Да. Но в целом, конечно, работу ведем. Ну, как сотруднику агентства, наверное, мне очень интересно вот, международное сообщество, поскольку мы как бы в глазах наших международных партнеров тоже хотим, ну, для того, чтобы привлекать инвестиции в Казахстан, чтобы экономика усиливалась, хотим, соответственно, конечно, поднимать приток инвестиций в Казахстан, да. С этой точки зрения для нас вот немаловажно, чтобы международные агентства именно правильно, объективно оценивали уровень коррупции в стране. И вот с этой точки зрения, какие показатели для них важны на сегодняшний день? И как непосредственно эти показатели у нас сегодня усиливаются, поднимаются? Ну, смотрите, для них очень важно, допустим, это вот баланс власти, это независимость суда, это стабильность законодательства, это фактически ну, работа госорганов, насколько они реально выполняют то, что говорят. И, соответственно, это достаточно большие вещи, которые вот прям одним показателем нельзя сделать, да, то есть нужен больше, допустим, мы сейчас смотрим, как будут проходить выборы в парламент, да, и маслихат, какой результат будет, да, допустим, насколько будет влиять парламент на формирование правительства, да, допустим. Вот такие вещи. Насколько суд, допустим, будет независимым, да, допустим, от прокуратуры. Ну, потому что, я помню, я сам начинал большую такую кампанию по оправдательным приговорам, да, то, что у нас там оправдательный приговор слишком мало по уголовным делам. Через некоторое время Верховный суд начал там по средам публиковать, скажем, сведения о том, кого они оправдали, писать. Потом увеличение, говорят, что увеличение произошло. Но и в целом, как бы, вот надо вот по таким вещам смотреть, насколько это все движется. То есть, и, соответственно, я говорю, то есть, тут важнее даже еще вот, как сработает административная юстиция. То есть, мы вот, когда международные рейтинговые агентства должны посмотреть, как это делается, и какие результаты будут вот, по первым судам граждан против государства, или там бизнесменов против государства. Если они будут положительны, и, допустим, права граждан будут защищены, соответственно, и рейтинги инвестиционные также поднимутся. Ну, особенно если об этом рассказать на английском языке и послать пресс-релизом международного агентства, какие-то рейтинги и так далее. То есть вот так должно делаться. То есть, ну, я говорю, если нет хороших дел, не спасет пиар-отдел. И поэтому тут надо реально работать, и чтобы реально вот эти правовые нормы работали, а не были формальностью. Тогда люди пойдут и принесут деньги. Вот также вот вы являетесь же членом Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан. Насколько часто на повестку дня ставится вопрос именно противодействия коррупции, уровня коррупции в Казахстане? Ну, мы еще с прошлым годом начинаем вот, по вопросу там
Счетного комитета, транспарентности вообще системы всей государственного аудита работы, то есть, тот же квазигосударственный сектор, то есть мы тоже говорили о том, что его надо загнать под общие правила госзакупок и так далее. Ну вот стараемся, да. Но в первую очередь, конечно, мы понимаем, что коррупция это производная от неправильной политической системы, от дисбаланса ее. Понимаете, и, соответственно, в первую очередь надо исправлять политическую систему, после этого, конечно, станет лучше с коррупцией. То есть, когда парламент, счетный комитет, допустим, маслихаты, ревизионные комиссии, да, работают хорошо, уже, в принципе, в смысле, реализуют полностью свои права, уже с коррупцией становится гораздо меньше. Понимаете? Вот сейчас я недавно смотрел, да, счетный комитет вот перенес, допустим, перешел на единую платформу госорганов. И результат. Там на сайте всего 5 аудиторских заключений, которые январь-февраль, и все. Понимаете? То есть это же... А где все остальные? Весь этот год, и где прошлые года. То есть как людям смотреть, допустим, на прозрачность, как доверять аудиту, если он сам не прозрачен, понимаете? То есть вот такие вот проблемы. Я думаю, что вот сейчас как минимум по этому вопросу я буду тоже стараться донести до руководства администрации президента, что вот этот перенос, допустим, не привел к потере огромного количества информации, в том числе очень важной для граждан, и как раз нужной борьбе против коррупции. Ясно. А вот на сегодняшний день, может, имеете ли на руках, может, какие-нибудь свежие данные по уровню коррупции, может быть, даже в разрезе отдельных сфер, госорганов, ну, там, скажем так, вот, с точки зрения эксперта, оценивающего уровень коррупции? Ну, я бы так не сказал, что сейчас прямо у меня какие-то, в смысле, свежие данные есть, да, потому что сейчас в последнее время я этим именно по численным данным не занимался. Тем более то, что у нас большая проблема с общей доступностью данных и всего из-за коронавирусной инфекции. Но я так скажу, что мне сейчас вот как раз коронавирус создал огромную коррупционную сферу, да, которая касается, допустим, открытия-закрытия предприятий, соблюдения какого-то режима и так далее. Я просто вижу, что, допустим, допустим, почему у нас в Алматы, допустим, в школу шли, допустим, 1-2 классы, а в остальных регионах, допустим, 1-4 класс. Почему у нас кафе закрывались в 23:00, а в остальных 24:00, да, вот потом сейчас вот раз мы добились того, что стали до 24:00. То есть мы имеем огромную произвольную сферу, точнее, огромную сферу произвольных решений, которые, соответственно, являются проблемой, я думаю, коррупционной, потому что, я думаю, и я уж не говорю про распределение лекарств, которое было, соответственно. Вы же сейчас сами ведете СК-формацию, допустим, да, проверяете и так далее. Идет уголовное дело. У нас, допустим, тоже акиматовские управления проверяют. То есть вот это любое как бы экстраординарное событие, оно создает много коррупционных рисков. Это проблема. Вот это сейчас для нас основное. Да, ну и в целом, завершая наше интервью, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением. В целом, вот мы сейчас переживаем период такой пандемии для нашей страны. Много различных бытует мнений насчет экономического кризиса, насчет волны пандемии следующей, как это отразится на будущем. Ну и хотелось бы узнать ваше мнение о том, как Казахстан встретил данную проблему, как преодолевает ее, как это повлияло в целом на, ну, то есть пандемия и коррупция в этом вопросе, в этом контексте. Ну и какие прогнозы будут на будущее, как вы считаете? Ну, я так скажу,
коронавирус все встретили плохо. Даже то, что если нас ругают, Казахстан, ну, знаете, другие страны тоже, знаете, за исключением там Вьетнама, допустим, Северной Кореи, еще там Южной Кореи, там еще нескольких стран, они все оказались не готовы, извините меня. Хотя у них и экономика была лучше, и так далее, и так далее. То есть тут бы я не сказал. Тут проблема у нас была немножко в другом. То есть это так называемый феномен мерцающей власти. То, что у нас некоторые структуры, да, вот когда в период кризиса и должны были все работать, они куда-то пропали, понимаете, их потом не было видно, и они до сих пор еще не сильно видно. Вот только когда стало нормально, они, значит, появились, там пресс-релизы стали рассылать и так далее. А когда они были нужны людям, они куда-то сиделись. Да, я не буду пальцем показывать, но это были маслихаты, к примеру, допустим. Да, там, Генпрокуратура, да, ну, допустим, комитет по чрезвычайным ситуациям. Почему, допустим, он, допустим, там, и его планы, там, и так далее. То есть я бы так сказал, что мы не должны допустить этого, если вот еще раз будет объявлен, мы должны сделать, учесть все ошибки и плюс не допустить того, чтобы из властной пирамиды, системы принятия решений, какие-то куски вообще вываливались и ничего не делали. Вот, допустим, ну, простая вещь, ну почему вы должны были, да, сопровождать эту гуманитарную помощь, да, чтобы ее не украли, не растащили. Да? О чем это говорит? О том, что СК-формация, да, подведомственная Минздава, она не работала нормально. И не было к ней общественного доверия. Ну, я думаю, что сейчас, вот, когда вы расследуете полностью дело там, по руководству, мы узнаем еще какие-то очень интересные вещи и так далее. То есть, и получается так, что кто-то работал, раз кто-то отлынивает, значит, кто-то работает за двоих. Вы работали за двоих, а кто-то вообще ничего не делал. То есть, и вот такой ситуации не должно быть, потому что государство, оно как раз и должно показывать результат именно в таких чрезвычайных ситуациях. Пусть его там не должно быть сильно видно в обычной жизни, да, но в чрезвычайной ситуации государство должно присутствовать везде, оно должно работать эффективно. Пусть даже оно какие-то там права нарушало, допустим, там что-то не так делало, но главное, оно было, и оно работало. А не так, чтобы она испарилась, а потом все люди бегали и, допустим, искали там то кислородный баллон, то лекарство, то еще что-то. Это такого не должно быть. Мгм. Ну, в целом, да, действительно, я с вами полностью согласен. Для нас, для наших коллег в регионах это была большая школа. Скажу так, что вот наряду и с врачами, и с полицейскими, наши коллеги, хотя нас, конечно, мало, но нам помогали наши общественные организации, специальные мониторинговые группы. Вот на площадке Адалдык алаңы они непосредственно выходили и в аптеки, когда вот разгул это был болезни коронавируса. Я думаю, надо отдать должное нашим коллегам, как бы, кто на местах, рискуя своим здоровьем, жизнью даже, старался вот обеспечить какую-то справедливость, контроль, и это, чтобы это стало все достоянием гласности. То есть все эти вещи проходили открыто, они вот как мы сейчас с вами в режиме онлайн беседуем, точно в таком же режиме онлайн сопровождались те же грузы, Да, проводились... видел же, вы все видели это же, да? Да, да. Вот, и поэтому действительно это, наверное, будет как методическое пособие, может, для других госорганов. Ну, конечно, здесь надо отметить, что действительно некоторые госорганы принимали активное участие, то есть помогали антикору совместно, какие-то вот координационные советы образовывались. Но это вот как положительный пример. Ну, будем надеяться и верить, что таких положительных примеров будет больше. Вот. И вы, конечно, вот активное участие принимаете, то, что действительно указываете на те болевые точки, на те проблемы, которые у нас имеются, рекомендации даете и неустанно следите за их исполнением. Поэтому большое спасибо вам за вашу активную деятельность, общественную деятельность, не безразличие к вопросам противодействия коррупции. Былай халықтың көзін ашуға көмектесіп отқаныңызға көп рахмет. Мінекей азамат ретінде алғысымды білдіремін сізге. Осы эфирге келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Спасибо большое, что приняли участие в интервью. Вам спасибо большое, потому что такие дискуссии, они очень нужны, и они очень важны для всех, чтобы люди понимали, куда мы идем и что нас в будущем ждет. Спасибо вам большое, спасибо всем за внимание, до свидания.